Почти треть всего поголовья крупного рогатого скота в Коми прошло процедуру маркировки. Раньше этот процесс был добровольный, но теперь это обязательно для всех сельхозживотных. И если коров нашу аграрии активно маркируют, то с теми же лошадьми все не так гладко. Виктория Палкина подробнее. Двухлетний жеребец Fire King, как и другие животные республиканской школы по конному спорту, теперь обладатели чипа. Все поголовье, а это 53 скакуна, уже есть в федеральной информационной системе. Процедуру по маркировке здесь провели еще в прошлом году. Обычный укол, то есть лошади абсолютно не больно, это обычный укол. То есть сделали секунда-две, лошадь забыла. То есть он настолько маленький, что лошади никакого дискомфорта не причиняет, он вживается в шею, то есть лошадь полноценно дальше несет нагрузку просто с этим чипом. Чипировать лошадей здесь начали 5 лет назад. Тогда это было обязательное условие для тех скакунов, кто выезжает на международные турниры. Мы участвовали в детские заочные международные соревнования. Одни соревнования проходили в Йошкар-Оле, другие в Санкт-Петербурге. У нас было основное поголовье. Голов 5 у нас было чипировано, основные выезжали, выигрывали, побеждали даже. Сегодня в Коми порядка 2000 лошадей, больше половины всего поголовья в Выжимском районе. Впрочем, владельцы этих животных не спешат чипировать своих питомцев. Одни говорят дорого, другие переживают за безопасность процедуры. А ведь чип – это уникальный код, где отражены пол, порода, масть, кличка, год рождения и данные владельца. Маркирование и учет необходим в целях предотвращения возникновения заразных болезней животных. Наличие данных в информационной системе ХАРИОТ в случае выявления заболевания животных позволит оперативно отреагировать и не допустить распространения болезни. А также это надежное решение в случае возникновения каких-то спорных вопросов, например, по выявлению собственности. Сегодня в Коми чипировано всего 100 лошадей. Впрочем, в региональном Минсельхозе уточняют, процедуру придется пройти в любом случае, чтобы не нарваться на штрафы. Все сельскохозяйственные животные должны быть промаркированы до 1 марта 2024 года. Время еще есть, но, как показывает практика, многие занимаются такими вопросами в последний момент. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.